Добрый день, вас приветствует компания Progress Auto. В данный момент у нас находится на обзоре мини-трактор Kubota GL40. Конечно, мини его назвать уже сложновато. Размер, мощность и характеристики позволяют его называть полноценным трактором. И, соответственно, исполнять он будет все те же задачи, которые может уже выполнить полноценный трактор. Полный, естественно, привод. Хорошие шины. Видим подрамник под фронтальный погрузчик, под установочку. Самой установки, к сожалению, нет, но с подрамником пришел трактор, поэтому это значительно упростит дальнейшую модернизацию. То есть можно погрузчик уже будет любой подогнать, потому что все под него крепление уже готово. Собственно, шины видим, шины в отличном состоянии, передние. По задним есть некоторые вопросы по растрескиваниям, то есть здесь присутствуют они. Но, тем не менее, работать этот трактор на таких шинах будет еще очень долго, без проблем. Колея, естественно, изменяемая, то есть можно сделать ее 1,40 м без проблем. Трехточное навесное устройство. Видим с дополнительной гидрорегулировкой, с кучей вариаций для крепления центрального винта. Все у нас здесь. Есть, естественно, видите, посадочное место под фаркоп. Можно его здесь поставить. По правой стороне все так же. Здесь, чтобы показать тракторную кабину, придется, конечно, камеру вверх поднять. Трактор очень высокий. Кабинка, видим, целенькая, вся оригинальная, естественно, куботовская, с дополнительным освещением на все стороны. Классно, удобно пользоваться ей. Ну и, соответственно, места в ней, конечно, космически огромное количество. Собственно, сюда мы и проследуем. Видим коробочку Shift куботовскую, видим пониженные и повышенные ряды. Здесь у нас включается, выключается быстрый разворот и задний привод. Полный привод, прошу прощения. В том числе и задний можно выразить так. Так, по наработке, я думаю, все видно. Естественно, приборная панель полностью классическая куботовская. По правой стороне у нас здесь все так же, как и обычно. Соответственно, регулировка положения фрезы и пульт Manromatic, который у нас отвечает за гидрорегулировку горизонтального наклона. Так, по запуску. Давайте как-то сделаем так, чтобы было видно все. Ну, собственно, свечи здесь у нас греются автоматически. Вот запуск. Абсолютно четко, без каких-либо проблем. У нас сейчас 0 градусов, плюс может быть 3 на улице. Соответственно, трактор холодный. Сильно нагазовывать на нем не будем, потому что нужно греть, чтобы можно было не переживать за то, что трактор сломается, если дать ему отсечек. Ну, в принципе, как и любой другой механизм с двигателем внутреннего сгорания, сначала нужно это все дело греть. Есть у нас здесь гидроусилитель. Видим, что одной рукой все это, естественно, крутится. Опять же, повторюсь, трактор 40-й, колеса огромные, но тем не менее без проблем это делается. Что есть у нас в кабине поверху из UDOX? Есть кондиционер. Не знаю, работает он или нет. Ну, по крайней мере, включается, то есть здесь надо будет уже проверять. Есть, естественно, все индикаторы по включению ламп. Есть лампочка кабинная и есть магнитолка вот такая, которая работает. Динамики у нас сзади расположены над головой водителя. Вот, собственно, такой тракторец. Большой, мощный, готовый выполнить абсолютно любой спектр задач. То есть здесь, я думаю, что многим тракторам советским, скажем, да, или их аналогам он, честно говоря, прикурить-то даст, потому что коробка, конечно, гораздо удобнее, нежели чем где-либо. Да и, в принципе, по посадке, по управлению все гораздо и гораздо удобнее и сильнее, нежели чем в старых советских и подобных тракторах, аналогичных им. Собственно, такой трактор, напомню, Kubota GL40. Естественно, все это спокойненько ездит, максимально удобно, никаких проблем вообще не вызывает. Поэтому будем ждать вас в компании Progress Auto в нашем филиале в городе Благовещенск. Приезжайте. Плакат уже не найду. Всего доброго.